Друзья, здравствуйте! Снова с вами Иванов Юлиан. Я сегодня хочу вам заснять видео касательно нашей стрельбы. Мы сегодня посетили хорошего человека, новоиспеченного, горячего мастера спорта, который выполнил норматив в этом году, Амосова Ариана. Всем привет! Привет, Ариан! Спасибо, что не отказал дать несколько ответов на вопросы, ответить, провести такое небольшое интервью. Давай начнем. Давай. Такой вопрос, Ариан. Сколько лет, ну мы как знаем, Ариан у нас является топом в Республике Саха, в России, среди групп категории Б, очень быстро перешел в категорию А, выполнил норматив мастера спорта, как мы сказали, и занимает призовые места регулярно, очень часто, и является очень хорошим человеком. Вот такой вопрос. Сколько лет занимаешься стрельбой, Ариан? Так, стрельбой занимаюсь с 2019 года. Ну, как первое мое спортивное оружие было куплено в 2019, кажется, году. До этого я очень много охотился, стрелял. Ну, было, получается, охотником. А так вот, как стрелок, как спортингист с 2019 года начал заниматься. И вот за 3,5 года выполнил норматив мастера спорта. Классно. Вот мы положили ружье сейчас на стол, взяли несколько замеров по прикладам. И не можешь рассказать про спортивное свое ружье? Какие именно у него есть преимущества, почему ты остановился на таком спортивном ружье и что оно тебе дает, коротко? Да. Если даже не против, можно бы даже скинуться. Так, ну, мое сегодняшнее ружье это Крихов К-80. Это немецкое ружье. Можно сказать, одно из лучших спортивных ружей на сегодняшний день. Выбрал его, исходя, ну, все наши, как бы, и Аял Макаров, Николай Кобяков, и многие наши спортингисты, чемпионы стреляют именно из этой модели ружья. Поэтому, недолго думая, решил приобрести лучшее ружье, которое можно сейчас взять. И ни разу об этом пока не пожалел. Оно меня радует. Да, можно, пожалуйста, вопрос? А что именно ты вот в нем избрал из лучших таких компонентов в стрельбе там? Ага. Его безопасность, ну как вот то, что не ломается, или далеко стреляет, из каких конкретно вот преимуществ? Что вот ты больше всего Из выделяешь? конкретных преимуществ этого ружья является как бы долговечность, неприхотливость и очень хороший резкий бой. Ух ты, это здорово. Скажи, пожалуйста, Ян, какой техникой ты стреляешь? Просто иногда, когда задаешь такой вопрос стрелкам, спортсменам, они говорят, ну как бы техник не существует, или как вообще, вот какой у тебя алгоритм для того, чтобы ты, ну, попадал по мишени? Ага. Так, ну, техник существует несколько, но мои основной, фундаментальный, можно сказать, это стрельба с постоянным упреждением. Это на боковые и другие стандартные мишени. А на все угонные, ну, стандартно как угонные стреляю. Получается, подхожу сзади и нажимаю мишень. А так все мишени остальные я стараюсь стрелять, в основном не стреляю с постоянным упреждением. Здорово. Как ты настраиваешься перед стрельбой, перед большими соревнованиями, если не секрет? Там как, есть какие-то свои подходы, там чайка горячего, там, или с женой пообщаться, или как там некоторые стрелки делают? Ну, там огонь поджигает. Как таковых особых секретов нет. Ну, стараемся заранее готовиться к соревнованиям. Заранее выезжаем на тот стенд, где будет проходить соревнование. Готовимся, пристреливаемся. Что еще можно? Ну, надо быть, получается, готовым технически, психологически и в какой-то степени даже физически надо готовиться. Ты занимаешься какими-то другими видами спортами, да?
Ну, помимо стрельбы, я как бы для себя занимаюсь вот настольным теннисом. Это как бы сопутствующий мой вид спорта. Настольный теннис очень хорошо помогает. Координации движений, работа зрения. Ага. И ну, спортивный этот повышается. Ага. Тонус. Ну, теннис очень помогает. Ну, именно мне в стрельбе помогает. Даже после вот игры в настольный теннис результаты мои повышаются по стрельбе почему-то. Иногда было так, что даже первый день проходит соревнования, я иду вечером на турнир по настольному теннису, играю там, и на завтрашний день мои результаты по стрельбе увеличиваются. Не знаю почему, но это так. Здорово. Ну, в любом случае это помогает. Да. Ну, давай тогда мы не обделим свою охотничье ружье, которое лежит. Доброе старое ружье. Или оно может быть даже не старое. Но можешь познакомить его? Как вообще ты пришел к этому ружью? И... Так, ну это ружье Benelli M2, Кама 71 ствол, расцветки камуфляж. Приобрел я его. Надо отдельно рассказать, что я это ружье выиграл на соревнованиях по Sporting Compact. Здорово. Ружье было выставлено в категории С, где я занял первое место в суперфинале. И получилось мне выиграть это ружье. В каком году ты его выиграл? Так, в 2019, кажется. Вот как ты... Да, как начал заниматься, и сразу в категории С выставили такой хороший приз, и мне посчастливилось его выиграть. Здорово. Ну вот, и ружье меня до сих пор радует, я очень доволен. Верткое, легкое, убойное ружье. И вот решил на это ружье в этом году заказать приклад. Потому что стандартный приклад мне как бы не очень подходит. Хотелось бы стрелять на охоте еще лучше. Вот даже вот такие приспособы. А чем он тебе не подходит, двумя словами? Вот. Ну, он мне не подходит длиной приклада. Длиной приклада и ручкой. Под мою руку он не подходит. А что вот именно? Мне более пистолетный рукоятка нужна. То есть, когда ты держишь вот эту рукоять, Да, когда я держу эту рукоять, у меня указательный палец не достает. Понятно. Вот такие два момента, да? Два момента. Главные моменты. Главные моменты, из-за которых я решил вот заказать приклад. Но в любом случае, получается, ружье очень стабильное, да? Да, ружье очень хорошее, если за ним ухаживать, чистить его постоянно, оно меня не подводит на охоте. Здорово. Ну что, Ариан, в завершение, перед пожеланием начинающим, наверное, мы попросим тебя скинуться из спортивного ружья, пускай стрелки посмотрят, как ты стоишь и как вообще, вот почему именно такая вот стойка. Ружье заряжено. Спасибо. Да, покажем. Вот, полностью настроенный приклад. Вот. Как он тебе сейчас? Ну, этот приклад, получается, я заказал тоже под себя. Стандартный приклад тоже мне не подошел. И с этим прикладом вот посчастливилось выполнить норматив мастера спорта. Круто. Приклад мне очень нравится. Делали его мне в Санкт-Петербурге. У хорошего мастера, да? Да, у хорошего мастера, нашего друга. И получается, ну, приклад подгонять это не так легко, да? То есть ты долго шел к этому, да, чтобы настроить его, да? Да, или вот так... настройка приклада для стрелка, спортсмена, это очень тонкое дело. Каждый подходит к этому индивидуально. Я даже после того, как мне сделали приклад, я очень много поправлял его, пичи, эти вороты, все. Погибы, да? Да, погибы. И сейчас остановился вот на такой конфигурации. Который приносит успех, да? Да.
Мгм. И вот самое главное то, что вот регулируемый приклад, регулируемый гребень, он мне позволяет играть с прикладом, искать. Здорово. Ну и в завершение нашего интервью, Ариан, можешь несколько дать напутствий, советов начинающим стрелкам, охотникам, которые хотят тоже стать мастерами спорта в России? Какие основные 3 вещи или там 5 советов, например? Ну, сколько ты можешь сказать? Пожелай, пожалуйста. Ага. Так, ну, начинающим стрелкам, охотникам я хотел бы пожелать больше тренируйтесь, ищите себя, настраивайте свои ружья. Настройка ружья играет очень большую роль на охоте, на стенде. Ну, что еще можно сказать? Ну, больше тренироваться. Работа, да, должна быть, да? Да, Сопутствующая. Да, сопутствующая работа должна быть. Успехи. Работа с оружием дома. Вот, это очень главное. То есть холостая, да, ты Да, работа? холостая работа с оружием. Угу. Пристрелка оружия, подгонка. Ну, это и все зависит от вас. Как- Если у вас будет желание, то вы это всего добьетесь. Я думал, норматив мастера спорта не удастся мне так быстро за 3 года выполнить, да? Но за 1,5 года я выполнил первый разряд, через полгода кандидата в мастера спорта, и на 3-й год мастер спорта я выполнил, мастера спорта. Ну и сейчас будем дальше работать, дальше стрелять. Норматив мастера спорта сейчас 184. Если хотим занимать первые места на чемпионатах республики, России, там надо стрелять за 194, за 195. Так что мастер спорта это не предел. Можно стрелять еще лучше. Ну что, друзья, давайте мы поблагодарим Ариана Амосова с такими крупными, классными достижениями. Пожелаем ему больших успехов в спорте. Я лично ему сегодня пожелал стать чемпионом Европы в ближайшее время. Спасибо. Да, и в свое время здесь Жоры Новгородов, я хотел, вот, придержал эту мысль, приходил к тебе сюда на работу, у тебя тут ружье стояло, да, говорят? Что ты все время скидываешь, работаешь очень много с ружьем. Да. Да, и вот такие вот напутствия, то, что пожелал, не просто так это приходит, с очень большим рвением, терпением закаляется сталь. Поэтому еще раз поздравим с наступающим Новым годом и с мастером спорта. Да. До скорой встречи, друзья. Всех с Новым годом, с наступающим. До скорой встречи, всего доброго.